Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Ох, Андрюша, ох, Здравствуйте. это что со мною, что же? У меня сегодня хорошее, веселое настроение. Ну это ж отлично. Ой, да. Так и думаю, захожу раз в несколько месяцев, и все время мне: Андрюша, ты попадаешься. Хаттабыч у меня тут еще есть, этот один такой дед смешной. Он мне все время попадается. Из Кыргызстана? Нет, нет, наш такой, он в инвалидной коляске, такой прям на Хаттабыча похож. И он такой, Жги, наверное. Жизнь глазами инвалида. Михаил? нет. А я, кстати, даже не знаю, как его зовут. Мы что-то с ним ни разу, мы с ним столько много разговариваем, и я ни разу не спросила его имя. Но он мне нравится, с ним такие мы интересные очень разговоры. ведем. Ну а откуда? Он с Крыма? Нет, 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 не с Крыма, я забыла, на К как-то какой-то, просто на К я запомнила. Хотя при этом не факт, что на К, но буква К Ну там бывает, точно была. бывает такое, да. Вот. Ну, такой хороший, умный дедок, но такой немножко, знаешь, вредный. У него все время ему все плохо, но он с этим борется. Даже не могу предположить, кто это. Ну, я его зову Хаттабыч все время. Я говорю: ой, Хаттабыч. Да что-то надо спросить действительно, как его зовут. И он мне сказал, откуда он. Ну, что-то у меня выветрилось. Знаешь, Ну, когда бывает, место да. незнакомое, да, тут же забываешь. Ну, бывает такое. Вот. Скажи мне, скажи мне. Вот тут один из блогеров, я услышала, сказал, что воспитание важнее, чем... Вот я, например, считаю, что родилось, то и вырастет. А мне говорят: нет, все от воспитания зависит. Вот что ты думаешь? От воспитания. От воспитания? От воспитания, от среды обитания, где будет расти подросток, в какой среде будет и т.д. и Ну, т.п. а вот на Очень, твоих детях... очень много фактов. А на твоих детях? Вот я, например, просто на моей вообще бесполезная. Вот она жила со мной, и она вообще очень... Мы с ней Не разные. знаю, у меня Юлька, она была так, она сейчас ей 23 года, она когда была маленькая, там ей было 2-3 года: пап, я пойду покакаю. Я говорю: нет, не ходи. Говорит: папа, в смысле, я же обкакаю? Зачем ты меня так спрашиваешь? У меня ребенок, он вырос, я его ни разу даже по жопе даже так вот не щелкнул. Ее не за что было ругать. Дело не в этом, понимаешь? Вот Но у я меня, всегда с ней общался на равных. Всегда на равных. согласна, потому что ребенок это маленький человек. Это я с тобой согласна, что дети маленькие люди, и общаться на равных, не сюсюкать, не там... Это да, но все равно, понимаешь, я вот, например, вот она росла со мной, она впитывала там мою среду обитания, мои привычки, мой характер, мои предпочтения, но у нее вообще ничего моего нету. У нее очень много психотип, очень сильно папин. Я это там не в осуждение, а потому что... Так она не жила с ним никогда. Но все равно где-то Более того, передается. более того, ну я просто к тому, что вот я все-таки считаю, что родилось, то и вырастет. Нет. Все равно, не. Понимаешь, вот просто мой опыт такой, что родилось, то и вырастет. Я тоже, мне казалось... Может быть, где-то процентовка есть такая, не буду спорить. Потому что я к тому, что, понимаешь, у меня, например, ребенок, вот она родилась, ну, действительно, такой маленький человек, она сразу родилась взрослой. Знаешь, есть такое ощущение? Есть такие. Да, Есть такие ну, дети, да. да, и у меня сразу было что-то. Да. Она родилась взрослой, но просто еще не все умела, это ничего страшного. И она очень у меня логичная была. То есть у меня с ней не было проблем, потому что она прям логик. Да, то есть ей маленькой надо было просто нормально объяснить что-то. Если она это поняла, вопросов не было. Ну, я просто вот она выросла, и мы общаемся, у нас вообще все разное, все вкусы, все предпочтения, все там в литературе, в фильмах, в жизни, в еде. Мы с ней не сходимся нигде, кроме понимания того, что, ну, мы там мама и дочка. И родные люди, Не знаю, там, тут может должны быть друг друга по-разному. поддерживать. Тут может быть по-разному, потому что вот у меня в классе учились двойня. Леха и Игорь. Игорь вылитый отец, Леха вылитая мамка. Именно по характеру. Отец такой казак,
Мама такая, учитель такая. Вот два сына. Один старше другого там на 7 минут, плюс-минус. Ну, они жили Может быть и тут. и с мамой, и с папой жили? Да, конечно. И все равно. Ну, Игорь, просто это оторви и выкинь. вот я про то, что мне кажется, что Но. смысл родительства развить то, что есть в ребенке, а не воспитать что-то, что кажется правильно. Ну и воспитать тоже надо. Переходный возраст никто не отменял. Ну вот у моей не было переходного вообще. И, может быть, из-за того, что она Вот логик, же. из-за Вот того, же. что она логик, с ней было вот в этом смысле очень легко. С ней все время было Вот. надо просто поговорить, понимаешь? Вот. Вот. И любая ситуация разговорами решалась. Ну, взаимопониманием. Ну, просто я при этом, знаешь, я смотрю вот на нее, она сейчас живет отдельно, да, там приезжает в гости. Я смотрю, мы с ней вообще ни в чем, мы с ней не похожи нигде. Да и слава богу, может быть. Нет, может быть и слава богу, но это мне дает право думать, что воспитание тут ни при чем. Да все равно, как бы, ну, блин, если не грубить, не дерзит, уважать старших, это ж тоже как бы, Ну, это там личный пример какой-то. ну, Ты что не же можешь, воспитание? ты не можешь сам грубить и говорить, что не груби. Правильно? То Ну есть, вот, это, вот ну, тоже это просто, воспитание. ну, не совсем. Мне кажется, это не то чтобы воспитание, а какие-то Я привитые как-то, я навыки. как-то восстанавливал автобус пазик. Ну и что туда-сюда, я и говорю там хозяйке Лен, говорю, мы его не продадим за хорошую цену, мы его, во-первых, сейчас не поставим на маршрут, потому что на задней двери делать распашные. Ну, короче, много претензий, говорю, давай его продадим нафиг. Он у нас на линию не встанет. Переделка будет дороже, чем его продать, намного. Приехал покупатель, такой маленький мужик, такой коренастый, такой сбитый мужичок такой, прям такой, как борец. И такой же пацан, сын его, года 4,5, такой вот маленький мужичок, прям видно такой мужичок. Ну, я говорю, Лен, иди, договаривайся по цене, говорю, я могу рассказать по технической части, что переваренное, двигло новое, там все перебрано, туда, а ты по цене не разговаривай. А Ленка выходит, он стоит, он такой мурзатый, сбитый такой, она, ой, какой красивый мальчик, ты, наверное, в маму, у тебя мама тоже красивая. Он я так взглянул из-под лобья, говорит, пап, тетя совсем глупая, а разве бывают некрасивые мамы? Вот это молодец. Но И дети, я да, такой хлоп, подумаю, вот это парняга. да. И она начинает бегать, там, объясняет им Ленка туда-сюда. Он так говорит, директор суматохи. И мы так ее прозвали до сих пор, директор суматохи. Да, вот откуда в этой маленькой головке такая? В детях есть вот это какое-то, перлы какие-то, да, которые они каким-то образом вычленяют, и взрослый, ну, ведет какой-то свою какую-то жизнь, иногда не замечает даже, как ребенок, насколько подмечает, Да. насколько вот это вот захватывает и может вот такое вот выдать, да. Ну, в итоге пазик мы ему продали с хорошей скидкой. Вот он поэтому с сыном везде. и Ну вот он, ну такой, ну есть такие рассудительные, посмотришь, думаешь, блин, как ты это увидел, как ты это заметил, ну есть такое, поэтому не, дети разные. У детей еще мусора столько нету в голове, они истину видят как-то по-своему и очень часто. У меня, у кума сын Егор, когда был маленький, мне звонит Ксюха, говорит, блин, говорит, Виталий Авресий, говорит, я не знаю, что, я его убью, приди с ним поговори. Я захожу, говорю, Егор Витальевич, говорю, что опять случилось? Он, дядя Ежик, давай поговорим. Говорю, давай. Пацану там 5 лет, он такой, давай поговорим. Говорю, ну садись. Говорю, мама, ты иди отсюда, мы мужики, мы сами разберемся. И все, ну я ж понимаю, вот все равно с ним надо говорить на равных. Так я же А говорю, то вот да. как начинаешь, ну ты ж понимаешь, ты маленький, нет. Егор говорит, ты что мать расстраиваешь? У него без себя говорю, проблем выше крыши. Ну вот она вот у меня тут телефон забрала. Говорю, а за что она тебя забрала? Ну да, я уроки не делал. Говорю, ну кто виноват в этом? Ну есть же правила, которые нарушать нельзя, правильно? Ну правильно. Говорю, а я на рыбалку собирался, говорю, в воскресенье. Вот, я вот думаю, говорю, оценки подтянешь, может и поедем. Да не, меня мамка с тобой не отпустит. Говорю, давай поговорим с мамкой. Выхожу, все, говорю, если натянет оценки, ну, отпустишь? Ну, да, конечно, отпущу. Все, шелковый ребенок. Да. А тут рыбак с детства, Виталий, говорит, договорились, говорит, выезжать там что-то в 6 утра, допустим, да? На рыбалку, все, с дядей Ежиком, все. Я, говорит, просыпаюсь в 5, думаю, ну пока его покорми, да, там с собой там. Он стоит уже одетый с удочкой. Он уже готов. Он видит цель, да. И он стоит, говорит, рядом с моей кроватью.
Когда он успел? Видит цель, не видит препятствия. Да, дети иногда выдают Саш Немец, такие привет, вещи. дорогой. И самое интересное, что вот он как рыбак, он очень усидчивый. Вот он сядет и будет сидеть до талого. Вот он будет сидеть, пока вот... Дядя ежик, вода ж единая. Я говорю, конечно, единая. Клюнет, говорю, куда она денется? Да. Там посидишь, ну давай, Егор, перезабросим. Да, может, сейчас подойдет. Ну давай еще минут 10 подождем. Может, она заблудилась. Ну, нет, это... Вот, Андрюш, я сейчас только что сейчас вот я поняла, почему мы с тобой часто встречаемся. Ну, для меня часто, каждый раз, когда я выхожу в рулетку, я тебя встречаю, а я не очень часто выхожу. Знаешь почему? Потому что старший класс и весь институт я собирала ежиков, и про меня все говорили, все ежики идут к тебе. Самое смешное, что приобрели квартиру, пока не переехал, там район такой, там пока шумновато, как бы, ну и не хочу пока врюхиваться в ремонт. И все, и как бы я отдал все рычаги правления маме, говорю, мам, мне заниматься некогда, покупай однушку и все, я тебе доверяю. Знаю скрупулезы моей маме в этих вопросах, как бы там все, нашла, купили, все, ну поехали посмотрим. Я приезжаю, на кухне на подоконнике стоит плюшевый ежик. Это был знак небес был, да? Все, говорю. И она, мама говорит, ну давай, вот подписываем бумаги, не подписываем. Вот видишь, говорю, что тут не подписываем, забирай. Я первую квартиру, знаешь, тоже покупала. Ходила, искала, и вдруг захожу вот в эту, захожу и понимаю, я здесь буду жить. Здесь Ну, все так, как мне надо. Здесь все очень удобно. И мы вот и очень любим, несмотря на то, что старый фонд и квартира, дом без капремонта, там с частичным капремонтом и есть проблемы. Тем не менее, она какая-то очень такая душевная. Ну, как-то у меня они все время тоже ну дочка вот говорит, именно мама, вот говорит, такого я так жилья там. люблю, говорит, нашу квартиру. Я, говорит, понимаю, что придется расстаться, но я так ее люблю. Ну, бабай, привет, привет, дорогой, привет, Аксакал. И тут просто это. Старый фонд, вот скажем так, да, он какой-то, он уютный, он какой-то вот как-то вот заходишь и даже есть хрущевки, заходишь, как бы вот, вроде кухонька маленькая, как-то, ну, как-то уютненько, ну, не знаю, Да, бывает и такое они такие ощущение. тут еще вот у нас в старом фонде в Питере, я не знаю, как там у вас это, наверное, у вас там не такой старый фонд, да. У нас такого Здесь еще нету. какие-то в старых фондах планировки уникальные совершенно, какие-то вот настолько невероятные, что сначала бывает и не понимаешь, как в них жить. Но вот в эту именно квартиру, говорю, когда зашла, я сразу поняла, как в них жить. Я сразу поняла, и тут какие-то арки у меня невероятные в стенах, там, знаешь, переходы какие-то арочные. Какой-то... И при этом у меня, например, одну комнату гости вообще они ее не видят, пока я ее не покажу. То есть она вроде бы очевидно стоит, но все говорят, а в смысле у тебя тут что, еще комната? Я говорю, ну да, тут моя спальня. Ну, правильно, спальню не надо на показ выставлять. Да. Просто Я видно. помню, мы же уже, ну, когда вот в 89-й год, мы уже получили здесь квартиру кооперативную, ну как, в Белгороде, ну как, получили, ну, конечно, купили ее за взятки. Она стоила 12 тысяч рублей тогда, как в новая Волга, за нее отдали 36. Да. Но она была первый этаж и пятикомнатная. И мы с отцом полетели в отпуск, уже сентябрь был, что я 2 месяца учебы я профукал. Отсюда дали путевку в Болгарию и чуть-чуть меня отмазали, все, мы летим в Болгарию. И заехали, помню, в Белгород сюда, в эту квартиру пятикомнатную. Там получается коридор. Там получается как, заходишь в зал, кухня, коридор. Тут в углу маленькая такая как гардеробная. Одна комната, вторая комната. Моя комната, проходишь дальше. Бабушки, дедушка комната и туалет, ванна. Я вот так вот встал, помню, в зале. Получается коридор и моя спальня. Я вот так смотрю, она пустая квартира, новая, пустая. Я думаю, тут на велосипеде кататься можно. Маманя приехала, как бы заставила мебелью, думаешь, да ну нафиг. А потом как бы мы-то оперились, и с братом у него своя семья, у меня своя семья, мы уехали, и как бы ей стало накладно. Как бы содержать эту квартиру. Да. Да, и как бы и вот долго продавалась, но купил мужчина, преподаватель у нас в кооперативном институте, у него 3 детей. Парень, девка, не, парень, девчонка, потом еще парень.
Они все разновозрастные, говорит, мне их надо раскидать. Вот он только из этого ее купил. Потому что вот 3 комнаты, и наша с одной спальни он сделал свой кабинет, а зал он сделал спальню с женой. И там в ремонт бухал, я не знаю сколько денег, потому что там все по высшему пилотажу было. Хотя и мама уезжала, там и обои подклеивала, а вдруг что люди скажут? Говорю, мам, ты что, прикалываешься, блин? Ну, не заезжают и делают свой ремонт. Никто, Ну, естественно, да. никто не хочет жить. Особенно если человек в состоянии купить квартиру, то, в принципе, он в состоянии ремонт сделать. Ну, он там в ремонт вбухал, Как там правило. он и балкон удлинил. Мы еще балкон пристраивали, она бы была без балкона, балкон пришлось идти разрешение брать в это, в архитектуру. Ой, делов было, блин. У меня подруга купила квартиру, ну, в Москве, там, около ВДНХ, а выбирала, знаешь, как она зашла и увидела там мраморные подоконники с подогревом. А все остальное было в ужасном состоянии. Ну, эти Пофиг. подоконники. Пленили. Да. И она такая, все, я ее беру. Я говорю, да здесь столько ремонта, здесь надо стены снимать прям до основания. Не, ну забивать это... картин». Она плевать. Не, вот это как покупаешь машину, вот ты... Вот не ты ее выбираешь, она тебя выбрала. Вот ты подходишь, вот все, и понимаешь, что вот это твой автомобиль. Ну, кстати, да. Это Кстати, она я себе первую привез. машину тоже так покупала с другом с моим, с приятелем. Я говорю, слушай, ну вот вроде накопила денег, вроде хочу машину, вроде бы пора, по ситуации нужна, но я не знаю какую. Он говорит, слушай, пойдем на авторынок и просто поездим. Посидим, поездим в разных машинах. Да, просто чтобы ты, ну, поняла, где твоя, что ты там. И, ну и как это бывает, мы заходим, вдруг стоит серебристый Гольф 3. И мы с ним оба так, ну это было уже там лет 20 назад, и мы с ним оба так останавливаемся, друг на дружку смотрим. Он говорит, ну что, похоже, это она? Я говорю, ну фиг его знает. Он говорит, нет, ну похоже она, ну-ка давай садись. Ну и все, и так я на ней в результате оттуда и уехала. Да, так какие-то есть вот такие вещи. Вот это так я своего кадета забрал. Его пригнали на ремонт. Там мелкий ремонт какой-то был, уже не помню. Я так что-то в него сел, и, блин, и тут... Ну вот мое, чувствую мое. Ну вот, да. И хозяйка Ленка это старшая сестра моей жены. Как бы был маленький совместный бизнес. Я мужика спрашиваю, ты ее продаешь? Говорит, да, продаю. И Ленка выходит, что, понравился? Говорю, да, говорю, понравился. Говорит, да, прикольный. Сколько? По тем деньгам 28 тысяч. Ну, небольшая сумма, как бы. Ну, там короба чуть подгнившие. Я уже Там молча говорит, поехали переоформим. И потом я на этом гольфе, я проклял, думаю, нафиг я А одну в банк надо отвезти, другую забрать из банка, а мне надо еще работать, и вот это все вроде как бы и свое. Ту надо на пьянку отвезти. Потом она звонит мне среди ночи, ты мне друг? Я говорю, а где я тебе сейчас водку найду? Ну ты же найдешь. И когда она меня спрашивала, Андрюх, ты мне друг? Я говорю, Лена, а у меня есть другой выбор. Мне деваться некуда. Да. Дружба понятие круглосуточное. Да. Говорю, куда ехать? На дачу Кеннеди. Я говорю, ладно, сейчас буду. Ты ж возьми. Я говорю, да я возьму, не переживай. Да. Не учи ученого, да? Ой. Ладно, Андрюш, приятно было видеть. Не буду долго задерживать. Да. Ребятам, всем привет. Давайте, счастливо. Мира, добра, счастья, здоровья, всех благ. Пока, Приятно было увидимся. пообщаться. Всего хорошего. Если что,